Александр, а почему мы молимся святым? Ну, этот вопрос на самом деле простой. Молитва святым как раз и является свидетельством того, что церковь наша жива. Святые что такое? Это плоды церкви. Но мы молимся святым не как вот, знаете, отдельным личностям, как в греческом пантеоне богов. Мы молимся святым, как, допустим, святитель очень Никола, моли Бога о нас. Все поклонение святым, оно христоцентрично. То есть, как написано в Священном Писании, молитесь друг за друга, многое поможет молитва праведника. А поскольку также с лейтмотивом Священного Писания говорится о том, что у Бога мертвых нету, мы обращаемся к святым, как к членам церкви. Но церковь единая, что небесная, что земная. Небесная церковь, кстати, называется торжествующей. Земная называется воинствующей или путевой. Мы идем к этой святости. И святые, которые преодолели ее, опять же, по словам апостола Павла, конечно, эти слова о Христе, но мы все стремимся подражать Ему, что сам искушен был в чем-то, может помочь и искушаем. Кстати, из этой фразы идет, допустим, молитва. Ну почему, например, святителю Николаю молятся о невинно осужденных? А потому что в его жизни, в его житии описана история, как он прибежал на площадь и прямо остановил казнь невинно осужденных. То есть опыт преодоления каких-либо ситуаций, страстей в жизни того или иного святого говорит нам о том, что мы можем как к живому обращаться к Нему, чтобы Господь и нас избавил. Это по-разному происходит. Это происходит во снах. Церковь жива. Это происходит ситуация, которую нам дает Бог. Но опять же я подчеркну то, с чего начал. Все поклонение святым христоцентрично. Все оно замыкается на одной точке, на Христе.